Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года для рыб. Посмотрим, что ждет на этой неделе. Основные энергии императрица, отношения, опять старший аркан, работа, финансы и совет. Очень такая хорошая неделя для рыб получается. Удачная. И сама жизнь помогает вам. 3 карты добавим для отношений. Три карты для работы. Две карты для финансов. Итак, основная энергия, основные события будут связаны, скорее всего, с деньгами, комфортом, может быть, отношениями, взаимоотношениями, заключением каких-то контрактов или, может быть, даже для кого-то это будет предложение руки и сердца. Также карта говорит о том, что разного рода сделки, купли-продажи могут быть на этой неделе. Может быть приход денег, расход денег. Ну, вообще карта очень такая приятная, благополучная, когда все решается, когда исполняются наши желания, когда приходит все необходимое для того, чтобы мы чувствовали себя удовлетворенными, счастливыми и, в общем, ни в чем не нуждались. Замечательная карта. Кроме того, может, конечно же, повлиять на события какая-то женщина очень значимая в вашей жизни, либо вы сами будете, если вот расклад смотрит женщина, вы сами будете вот в таком состоянии изобилия, да, когда у вас все получается. Кстати, подарки очень часто по этим картам приходят. Отношения. В отношениях выпадает карта справедливость, и вот здесь тоже как бы с главной картой перекликается, когда мы действительно можем договариваться о чем-то важном с партнером, решать, как мы будем делить обязанности, как мы будем там воспитывать детей. Карта, когда мы решаем, допустим, заключить брак для тех пар, которые еще пока не в браке. Либо эта карта очень часто связана и с решением разводиться. Если, допустим, у вас действительно назрела такая ситуация, то может быть и такое. Может быть, для кого-то это важно и нужно даже. Те, кто еще пока без пары, вот выпадает карта сердца, и это как раз любовь, это возможность романа, это возможность встречи с человеком, с которым вот чувства могут вспыхнуть. Очень хорошая карта, которая говорит о том, что вполне возможно в дальнейшем эти отношения перерастут во что-то важное. Для тех, у кого пара есть, вот карта клевера выпадает. Вот в сочетании с первой картой это, конечно, очень такие замечательные события, которые просто меняют вашу жизнь. Но карта говорит о том, что вот прям заслуженно приходит удача в ваши отношения. Здесь у вас какое-то счастливое событие, либо решение вопроса сложного, очень счастливо для вас. Какие-то могут быть надежды, какие-то возможности новые. В общем, знаете, положительные результаты. Вот все, что бы вы ни задумали на этой неделе, на все можете сразу себе ответить «да». Для тех, кто в ссоре, здесь выпадает карта мужчина, и, скорее всего, может быть, инициатором ссоры был мужчина. Здесь вот у нас как раз мужчина-женщина, да, и вот ссора может быть как раз справедливо произошла, не просто так, не на пустом месте, но все-таки вот здесь вот можно договориться. Во-первых, эта вот карта говорит о том, что должен быть диалог, обязательно выслушать обе стороны, причем без эмоций, нужно очень трезво смотреть на ситуацию, и тогда вот решится вопрос. Кроме того, если, допустим, мужчина не решается наладить отношения, то женщина вполне может на этот разговор решиться сама. И вполне возможно здесь хорошие будут результаты.
примирение. Для работы выпадает десятка пентаклей, карта получения хороших денег, карта получения должности, повышения. Очень хорошие возможности как результат того, что вы делали раньше. Либо ситуация какая-то завершается, может быть, связанная с деньгами, и, наконец-то, для вас новые возможности открываются. Вообще, десятка пентаклей, карта очень интересная. Это Меркурий в Козероге, астрологически. Козерог – это все, что связано с должностью, с заработком, с нашим социальным положением. И Меркурий – это как раз как бы коммуникации, это документы, это вот различные как бы в общем, общение может быть с вышестоящими, да, вот по поводу нашей оплаты. Может быть, переход как раз с какого-то уровня более низкого, да, низкой ступеньки на более высокую. То есть, ну, очень тут хорошие возможности открываются. Но придется, конечно, постараться, посуетиться. Может быть, нужны будут какие-то документы, может быть, нужно будет какое-то общение дополнительное. Но здесь очень хорошая перспектива. Для тех, кто в поиске работы, дополнительная карта букет выпадает. Ну и, конечно же, здесь исполнение вот вашего желания, как раз вот именно то, вы получаете, что хотите. Вот, скорее всего, и по статусу хорошая работа, и по деньгам. И вот смотрите, здесь вот такая арочка на этой карте, она как раз говорит о том, что вы входите в новый период, и для вас вот вообще вся жизнь меняется. Очень удачно, успешно. Такая счастливая, светлая полоса начинается. Для тех, кто работает. Вот здесь вот выпадает карта облака, и здесь карта говорит о том, что ни в коем случае нельзя обманывать себя, обманывать других, впадать вот в какое-то беспокойство, в иллюзии. И нужно обязательно вот подключать интеллект на этой неделе, да, потому что без этого не обойтись. То есть для того, чтобы заработать, для того, чтобы были деньги, вот нужно все обдумывать. Нужно информацию использовать и ни в коем случае не поддаваться на какие-то, как бы это сказать, ну, не поддаваться ситуации, которая вас вот выводит из состояния равновесия. У вас может быть замешательство, у вас может быть, знаете, такое вот помутнение разума, да, вот какое-то временное. Или может быть у вас на сердце там то так, то у вас такие эмоции, то другие. И вот нельзя этому поддаваться. Нужно вот стараться на все смотреть как бы твердо, разумно, использовать ситуацию себе на благо. Если что-то не решается, это временно, это обязательно пройдет время и все решится. И если, допустим, будет какой-то конфликт интересов, особенно если это вышестоящий, ни в коем случае нельзя вот поддаваться эмоциям. Нужно как-то это решить очень мирно, разумно, либо отложить решение вопроса, если это возможно. Немного попозже все решится, все будет в порядке. Ситуация, когда прояснится, да, у вас как бы все станет ясно, все станет на свои места. Может быть какая-то проблема с окончанием проекта, с получением денег, получением результатов, но это все временно, скоро это все будет уже прояснено. И дополнительная карта для тех, у кого свое дело, выпадает карта дерева, и это значит, что вы вполне возможно начнете выстраивать новое направление своей деятельности, либо укреплять то, что есть уже, как-то давать этому больше, может быть, как бы это слово правильно подобрать, может быть, как-то разветвлять этот бизнес свой начнете, да, может быть, добавлять какие-то новые направления, сделать его более масштабным, либо начнете совершенно новое направление, потому что тут и десятка, да, окончание одного, начала другого, но вы опираетесь все равно вот на прошлый опыт. И здесь вот есть возможность вырасти очень хорошо и в доходах, и само дело может очень хорошо развиться, и может быть такую стабильность вам дать. То есть вот это время перемен для рыб это замечательно, для того, чтобы вот что-то новое начать. Либо укрупнить, укрепить свой бизнес, почувствовать безопасность, создать безопасность для семьи, для, может быть, недвижимости, может быть, даже построиться для кого-то, это будет возможность со временем.
дом построить или жилье еще какое-то приобрести. Но в любом случае замечательная неделя для рыб. Если планируете что-то начинать, прям вот то, что нужно. И на задержки не обращайте внимания, это все временно. Может быть, просто вам нужно время для того, чтобы подумать, да, как-то распланировать, лучше договориться. В общем, не нужно спешить, нужно все делать основательно. В финансах у нас дама чаш выпадает. Карта говорит о том, что может быть расходы на какие-то праздники, на какие-то непредвиденные ситуации, а может быть просто вы будете очень довольны тем, что приходит вот в качестве финансов к вам в жизнь. Для тех, кто работает, выпадает карта звезды дополнительно, да, к финансам. Это карта удачи. То есть что-то, либо какой-то источник подвернется дохода новый, либо из каких-то из нескольких источников будут приходить деньги. Да? Может быть, к вашей зарплате там премия еще какая-то будет. Но в любом случае здесь вот хорошая карта. Кроме того, деньги могут приходить на хорошую репутацию. Если вот у вас в вашей деятельности есть имя, если вы, ну, как бы вас знают, да, то вы без денег тут не останетесь. Особенно если вы заняты как психолог, если вы заняты эзотерикой, если вы занимаетесь вопросами, связанными с семьей, с общением, с отношениями, вот что-то в этом роде. И вообще вот по этой карте очень часто бывает перемена в финансах, может быть какой-то новый источник, новый поворот какой-то, да. А для тех, кто зарабатывает своим делом, закрывается одно, да, и начинается другое. Может быть время для финансов пока сложное, да, то есть пока вот тут перемены происходят, может быть и сложное. Но с другой стороны, здесь могут приходить деньги банков, тут могут приходить деньги партнеров, тут может быть какие-то там занятые деньги, да, как ипотека, допустим, или еще что-то. То есть здесь нужно быть, во-первых, осторожными, потому что вот по основной карте, эта карта, кстати, тоже вот говорит о том, что удачное время для сделок банковских, да, когда вот мы с большими чужими деньгами работаем, но все-таки нужно, чтобы это было без эмоций, нужно, чтобы был трезвый расчет, тогда не будет никаких проблем в будущем. Совет. Для совета у нас выпадает карта король чаш. И эта карта как раз и есть карта рыб. То есть это и есть человек, который родился под знаком рыб или имеет асцендент в этом знаке. То есть карта говорит о том, что опирайтесь на себя, прислушивайтесь к себе, открывайте вот все, что не раскрыто в вас еще пока, таланты, способности, возможности, все, что вы использовали в прошлом. Вы обязательно добьетесь успеха, если будете стараться вот чувствовать ситуацию, если будете общаться с людьми вот именно по душам, дружески, да, то есть заводить новые какие-то связи. И кроме того, эта карта еще говорит о том, что не надо спешить. Все нужно хорошенечко взвесить, обдумать. Если нужно время для подготовки какого-то проекта, нужно уделить это время. Также карта говорит о том, что если вы сейчас стеснены в средствах, в передвижении или еще в чем-то, это все временно. То есть это все пройдет, время просто не вышло еще, да, допустим, для того, чтобы чем-то важным заниматься. Но подготавливать это вы уже можете. Кроме того, если вам нужна поддержка психологическая, совет друга или какого-то сильного человека, нужно искать такую поддержку и обращаться. И также это как предостережение против приема излишнего алкоголя, большого количества еды или, может быть, каких-то наркотических средств, лекарств и так далее. То есть здесь смотрите, вот очень осторожно с этим будьте. Друзья, желаю прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось для вас. Всего вам доброго, до новых встреч.